Сколько сегодня народу-то, а? 7 марта. Предпраздничный день. Торговый центр Туймада. В центре находится Якутска. Полно. Все ходят за подарками. И тут куча магазинов различных. На любой выбор, в принципе. А я куда? Я в этот видео пошел. Я проверю. Да, конечно, покупать что-то в такой толкотне особо неохота. Да уж. Ух ты, в продаже мотороллер какой-то стоит. Прикольно. 600 рублей. Смотрите. Какой-то бутик. Зарина. Все гуляют. Скидки 50%. А тут целая очередь. Золото, серебро. Часы. Слушайте, а где тут была зона питания-то? А? Тут же где-то была она. Или выше этажом. Я уже проехал. Или вот здесь была она. А сейчас здесь просто магазин. А раньше был фудкор большой. Ладно, можно долго здесь ходить, если есть денежки. А мы спустимся так вот по лесенке. Спокойно. Так, ну что, завтра 8-е, день женщин международный. Или здесь он? Нет, тут магазин одежды. Тут, кстати, можно на лифте спуститься. Тут не так высоко, чтобы лифт брать и ехать на нем. Потом ждать еще надо его. Вот, все. Вот здесь вот выход есть. Короче, фудкор отсюда с Туймада убрали. Интересно. Почему? Ух, смотрите, какие тут регистры здоровые. Большие. Ух. Так, ну что, эта улица у нас Орджоникидзе. Остановочка. Да, людей-то сколько идет, а? Слушайте, толпы. В этот торговый центр, машин тут тоже тьма. Ходит сколько населения. Кучи, смотрите, какие глыбы. Тут лед, снег, перемычку. А тут плитка-то вся, смотрите, как перекривилась. Кошмар просто. Недавно вроде бы сложили, но вот что значит вечная мерзлота. Перекривило все. Так, ну что, по Орджоникидзе тоже затор, да? Затор. Сейчас, кстати, многие заказы не только в магазинах покупают подарки, конечно, а еще вот в этих Вальберес, Озоне заказывают, на Алиэкспресс. Там даже как-то дешевле, можно и больше выбор, чем здесь у нас в городе покупать. У нас где-то наценка на товары процентов, вот еще глыба какая, процентов 20 дороже, 20-30. Ну, за счет логистики, удаленности, это на промтовары. Ну, вот так. Вот сейчас идем мимо МФЦ. Центральный МФЦ. Раньше, кто помнит,
здесь был магазин «Детский мир». А вот это здание Якут золото. Якут золото сейчас, по-моему, все подряд. Или дом правительства, или что тут. А вот бывший обком партии здание. Сейчас там тоже дом правительства. Это площадь Ленина. Мы на нее выходим. Если туда дальше идти, вот по этой улице Амосова, то можно прийти в старый город. Мы видим, что здесь площадь ремонтируют. Материал какой-то, плитку, видать, завезли, что ли. Плитку, да. Памятник тоже еще. Ну, и сам памятник Ленина поставили. Вот он, но там пьедестал, трибуна. Это еще восстанавливается. Там они, я видел репортаж, они эту мраморную плитку, они ее шлифуют, короче, целое дело. Там что-то поломалось, поэтому надо новую замену изготовить. Смотрите, сколько тут народу. Ну, все, вот туда и идти можно. Дом торговли Якутск Плаза. Бывший универмаг пройти. Так, сейчас мы будем переходить. Это солнце, кстати, такое. Ну что, весна, по сути дела, в Якутске. Хотя для кого-то это покажется не весной, а зимой. Но вот в Якутске это такая весна. Здесь обычно, вон видно, там что-то копают на площади. Какие-то работы идут мощные. Так. Вот люди, кто не успел на Вальбересе Озона подарки заказать, они сейчас по магазинам ходят. Вот здесь, смотрите, символ этого года, год дракона 2024. Интересно, смотрите, в небе круги какие, а? Это откуда они взялись-то? Самолеты летали, кружили, похоже, да? Сейчас выйдем. А может НЛО? Смотрите, цифра 8 в небе, смотрите, цифра 8. Это значит, самолетами так сделали. Интересное, да? Зрелище. Сейчас я еще на фотоаппарат сфоткаю обязательно. Вот здесь, по-моему, будет хорошая такая точка. Смотрите. Вот здесь вот будет лучше видно. Ну, прикольно, да, это на самолетах цифру 8 нарисовали. 8 марта. Завтра 8 марта. Вот это да. Тут, кстати, русский драмтеатр. С этой стороны Азимут. И тут площадку эту сделали. Вот такие вот лавочки поставили. Прикольные, смотрите, тут камень. Деревянные. Угу. Вот смотрите. Сейчас на широкий угол сейчас сделаю. Далее, да? В небе над Якутском видим цифру 8. Такая вот она. Видать, самолеты летали. И вот ее нарисовали. И посмотрим, что идет в драматическом театре. Вот виртуозы Якутии. Будет концерт, какого числа, даже не знаю. И спектакли. Вот тут афиши такие вот. Так что любители театров могут сходить. Не все коту масленица. Кстати, скоро же масленица будет, праздник. Я так думаю, программа уже есть, на нее надо сходить и посмотреть. О, солнце, смотрите. Вообще конкретно уже, да, палит. Смотрите, еще прорисовывается. Еще 8. Они на такой высоте, что их самолеты-то и не видно. Или как это они так сделали. Интересно. Такие круги. Кстати, вот автобусы
стоят, и там цветы продают, вон там. Через дорогу, где Литваль, и там цветы продаются. Ну что-то, насколько я слышал, 250 рублей один цветочек. Прочитал сегодня. Стоит. Смотрите, я вижу этот самолет. Вот он. Давайте приближаем. Эти провода мешают. Но вот он, вот видно его, как он круг нарезает. Смотрите, и след остается вот такой. Оба. Это одну восьмерку нарезал, теперь вторую. Отдали, смотрите. Прикольно, да? А вот самый широкий угол сделал. Круги нарезает. Восьмерочки. Самолетик летает. Да, нормально. Красивый подарок женщинам. Я стою возле мэрии города Якутска. И вот тут вот, лучше всего видно вот эти круги. Восьмерочки. Да, такое зрелище редко когда увидишь. Просто чудеса. Они тают со временем. Вот так вообще, конечно. Супер придумали. Самолетчики постарались. Да уж, поснимать еще, то когда еще на такое чудо посмотришь, на такую красоту. Смотрите, уже, это же облака, по сути дела, да, на небесах. Восьмерочки. Так, широкий угол. Такие вот чудеса. И они увеличиваются в размерах. Они у меня полностью влазили, а сейчас вот частично только. Потому что эти вниз опускают и, соответственно, в диаметре как бы видимым увеличиваются. Кстати, сегодня уже тепло, я иду без перчаток. Тут елочки симпатичные. Такие вот. Снегу. Здесь много лавочки, смотрите, новые стоят. Но это проспект Ленина отремонтировали недавно. И, соответственно, лавочки такие. Бордюрчики вот эти, заборчики сделали. Кстати, смотрите, 8 марта с Международным женским днем. Это мэрия города Якутска. Вот такой вот они баннер повесили. Большой. Если туда идти, вот там куча магазинов будет. 3 больших таких дома с больших торговых центров. Тут людей-то сколько. Машин, транспорта тоже много. Ну, сейчас уже машины меньше замерзать будет, поэтому проще будет их водить, заводить. Как бы это хорошо, удобно, но в городе будет, конечно, тут пробки будут в городе, пробки из машин. Якутск. Торговый комплекс Московский. Напротив тут мэрия. Вот такая, смотрите, фоткают. Я люблю Якутск. Да? Сердечко садятся и фоткают. Ну тут тоже площадь эту отремонтировали, отреставрировали. Тут более просторную сделали зону. Фоткаются все. А солнце, смотрите, вон
получается. Там у нас, сейчас я его приближу. Уже на закат. Он прямо за телебашней, смотрите, выходит весеннее солнце в Якутске. Так что уже, считайте, зиму прожили. Такие самые морозы. Все, сейчас уже тепло у нас. Сколько там? Минус 20 градусов. И будет еще теплее. Это хорошо. Это радостно. Кстати, вот что самое лучшее для женщины? Какой подарок? Бриллианты, правильно. Вот бриллианты Якутии. Здесь можно подарочек хороший купить. Когда-то здесь был книжный магазин на проспекте Ленина. Но вот тут сделали магазин ювелирный. Книжки сейчас читают, но поменьше уже, да? В электронном виде тоже много книг. Поэтому вот здесь вот магазинчики еще будут. Куча магазинов. Товары для здоровья. Здесь стоматология даже. Коммерческая стоматология. Телефоны. 2 магазина. Он там 585 золота. Магазин тоже ювелирный. Там дальше тоже, по-моему, тоже ювелирные магазины. Это гостиница Лена у нас. Вот это вот. Кто помнит, она сейчас отремонтирована. Реставрирована. Здесь трактир, ресторан. Большая улица. С этой стороны Ямада Даймонд. Тоже ювелирный магазин. А здесь вот вообще 3-этажный большой ювелирный дом Керге. И здесь вот тоже магазин Apple Diamond. Так что вот в одном тут этом месте, напротив гостиницы Лена, но это самый центр Якутска, куча ювелирных магазинов. Ломбард. И еще там тоже будет ювелирный салон Соколов. Вроде бы офисы сотовых операторов. Вот еще один ювелирный салон. То есть вот вы селитесь здесь, приехали в гостиницу Лена, заселились. И вот прямо через дорогу, вот тут вам драгоценность. Телефон у меня опять разрядился, сел, пришлось мне тут на почту заходить, обстаивать. Заодно я подумал, что женщинам на 8 марта взять какие подарки. На почте продается 1 000 000 лото по 100 рублей. Вот розыгрыш 10 числа будет. Они как раз такие весенние. Там цветочки нарисованы с 8 марта. То есть можно вот взять и любимой женщинам подарить лотерейные билеты. Представляете, у нас кто-то в Якутии 1 000 000 выиграл. Вот недавно сказали. 1 000 000 так лишнее не будет, да? Честно говоря, если вот выиграть. Так что такой вариант. Если вы не знаете, куда, что купить, на что потратить денежки, то вот, пожалуйста, можно. Движуха, конечно, тут ой-ой-ой. Сейчас мы вон там на ледовые фигуры пойдем посмотрим, пока они не растаяли. Площадь Орджоникидзе. Эти ледовые фигуры еще были вот здесь сделаны в ноябре, в конце ноября, к 1 декабря они уже здесь стояли прошлого года. Вот можно еще разочек посмотреть на них.
Олимпийская символика. Это у нас кто это? Это у нас, смотрите, фигуристка, да? В каждой ледовой скульптуре есть вывеска. Вот это, смотрите, у него лук, стрелок, да? Так, а это что? Не догадываетесь сами. Это гимнастика, да, спортивная. Девушка с этим, с лентой. С лентой, а? Так. Женщина в национальном костюме. Ураса. Так, читаем. Добро пожаловать в Якутию. Вот. Это, кстати, смотрите, с Монголии сделали. Вот фамилия здесь указана. Республика Монголия. Приезжали, то есть был международный конкурс. Еще ледовые фигуры или фигуры из снега должны быть, знаете где? Ледовый парк на 202-м микрорайоне. И там тоже в этом парке должны быть ледовые фигуры. Ну, еще туда глянем, пройдем. Понять не могу, что это такое. Тут есть подсказочка. Читайте мелкие буковки. Вот такая вот красотища. Здесь у нас сделано олимпийский слоненок. А, это звери, я так понял, да? Это енот какой-то, что ли? Читаем вывеску. Будущее молодых. Смотрите, это мамонт. Вот. В Чероне, я так понимаю, да? И тут наверху белка сидит. Белка. Интересно, да? Сделали. Это кто? Слон, что ли? И кот. Уши большие, потому что вперед к победе. Да, скоро у нас тепло будет, и все это растает, конечно. Все это зимняя красота. Поэтому надо успевать все вовремя. Так что кто еще не сфотографировался, сейчас потеплее у нас стало в городе, можно вот уже ходить. Это так оригинально. Танцоры. Так, ну что, я заканчиваю. Мне, короче, память кончается у телефона. И он уже подзамерз, так что вот последние кадры делаю. Баннер вот такой. Якутск, город трудовой доблести. О. Так, и здесь оставшиеся ледовые скульптуры. Ну вот и все. Показал я вам город Якутск перед праздником 8 марта. Так что всех женщин дорогих поздравляю с 8 марта. Желаю всего хорошего, не болеть. Больше радости в жизни, мира, дружбы. И сильное 8 марта не выпивайте.